В Джайравском районе продолжается подготовка к предстоящему турниру по смешанным единоборствам «Битва в горах». В числе участников этого грандиозного спортивного шоу ингушский тяжеловес Адам Богатырев. Свой последний поединок наш боец провел на турнире М1 Челлендж в Санкт-Петербурге против испанца Хосе Агустина Хименеса. В середине первого раунда Адам провел сильную атаку, нанося удары по корпусу, а после точных попаданий в челюсть боец из Испании не устоял на ногах. Блестящая победа Адама Богатырева. Адам Богатырев начал свою профессиональную карьеру смешанных единоборств совсем недавно. За очень короткий промежуток времени наш боец успел набить рекорд 6-0. По словам Адама, почувствовать уверенность в рейдже и набраться опыта ему помогло любительское выступление на различных соревнованиях. Получилось довольно-таки спонтанно. Занимался, с детства занимался, брат занимался боксом. Старший брат меня с собой таскал. И так получилось, что бокс, он мне не нравилось ходить на бокс, меня отец отдал на борьбу. Занимался борьбой, приехал в Москву, поступил в универ и начал себя пробовать в разных единоборствах. Кроме дзюдо, везде себя попробовал. Там выступал, здесь боролся, здесь дрался. Чтобы энергию не туда, чтобы не тратить, решил заняться спортом. А в ММА пришел чисто случайно, на самом деле. С братом поспорили, кто выполнит норматив мастера спорта раньше. И так получилось, что я в боевом самбо достиг определенных результатов. И оттуда уже потихоньку попал в профессиональную команду по ММА и начал развиваться. И решил стать бойцом ММА. На самом деле, я выступал довольно-таки в разных местах. Мне нормально везде выступать, я уже привык. У меня довольно-таки солидный любительский опыт. Когда я дома выступал на битве Назрани, поддержка чувствовала сумасшедшая, я выступал как в зале своем. То есть у себя дома тренировался, никакой такой нагрузки не чувствовал. А где бы я ни находился, где бы я ни выступал, я чувствую себя как дома, потому что у меня везде друзья. Я очень много, как я уже сказал, ездил на любительские турниры и с многими ребятами знакомились, общаемся. Куда бы я ни приехал, меня встречают, и я себя чувствую как дома. На свой 7-й профессиональный поединок Адам выйдет 21 июля на турнире «Битва в горах». К предстоящему грандиозному спортивному событию наш боец готовится в Джайравском районе, проводя двухразовые тренировки. Горный климат, чистый воздух – идеальное место для проведения дневных тренировок, направленных на выносливость и отработки ударной техники. Разницы в тренировках особо нету. Единственная разница в том, что здесь в горах воздух он более разряженный и дышать тяжелее, чем на равнине или в каких-то больших городах и закрытых залах. Все равно воздух он по-любому свое давление оказывает. Но я думаю, я нормально себя проявлю. Готов на все 100%. Посмотрим, все от Всевышнего. Приходите, поддержите. Буду очень рад видеть каждого.
Это наша родная земля, недалеко находится моя родовая башня. Она, я думаю, будет меня... Там выросли мои родители, мой дед там жил. Я думаю, она мне придаст дополнительные силы и мотивацию выигрывать. А вечернюю часть подготовительного процесса Адам уже проводит в зале вместе с другими участниками турнира. На турнире «Битва в горах» также выступит хорошо известной ингушской публике Заур Гаджибабаев. Свой первый поединок нашей республики Заур провел на турнире «Битва в Назране» против Николая Савилова. Поставленный удар и шикарный нокаут исполнения бойца с Азербайджана ингушская публика восприняла громкими овациями. К предстоящей битве в горах Заур готовится вместе с Адамом Богатыревым. Уже на протяжении нескольких лет оба бойца готовятся к турнирам вместе, и они давно стали хорошими друзьями. Заур обладает мощной ударной техникой, но это не повод, чтобы не отрабатывать этот аспект к предстоящему поединку. Подготовка проходит очень хорошо. Мы уже неделю тут, в горах. Очень хорошие тренировки. Мы знаем, что турнир проходит в горах, поэтому приехали заранее, чтобы тут подготовиться. Конечно, тут воздух совсем другой, потяжелее, чем на равнине. Поэтому приехали сюда, и подготовка идет очень хорошо. На равнине совсем другая история, потому что на равнине это совсем другое, потому что там тренируешься. Те тренировки, которые мы проводим тут, по часу, можно на равнине по 2 часа потренироваться. Поэтому вот такая разница с равниной и в горах тоже. Мой соперник Юра Проценко, он очень хороший волевой боец. Я смотрел его бои, впечатлен, если честно. Он свои бои проводит до конца. Он очень выносливый, очень терпеливый боец. Я знаю, что он будет идти до конца и постарается выиграть, конечно. У меня те же самые намерения выиграть этот бой, потому что у меня крайне последний бой был трудным, я проиграл. Поэтому хочу себя
показать, что я еще в деле и пойду, иншаллах, до конца. В Ингушетии, как вам сказать, чтобы не было преувеличено, мне в удовольствие, потому что реально меня тоже все знают, мне это очень приятно. Ваш местный боец Адам Богатырев, очень хорошие друзья, вместе тренируемся и вместе много времени на тренировках проводим. Потому что мне тут как у себя дома, мне до такой степени хорошо тут. И спасибо всем ингушским болельщикам, что так всех поддерживают бойцов, это очень радует. Турнир «Битва в горах» очень удивительный турнир. Я, если честно, у меня в опыте первый раз, который там, я не знаю, как это будет, конечно, но со стороны я смотрел все турниры, которые проходят в «Битве в горах». Очень впечатляет, потому что мне самому интересно, что это такое, потому что реально будет интересно. И это очень похвально, что вот такие турниры проводят именно в Ингушетии. Я всегда настроен на победу и надеюсь, что я до этого выступал в Ингушетии, выиграл, конечно, и буду стараться делать все для того, чтобы выиграть этот бой и порадовать всех болельщиков, которые будут приходить и смотреть эти бои. За несколько недель до начала турнира по смешанным единоборствам бойцы начинают процесс весогонки, но тяжеловесам практически не приходится акцентировать на этом большое внимание. Именно поэтому Адам и Заур находятся на завершающей стадии подготовки и намерены показать зрелище в рейдже. Мы начали тренировать в Москве. Начало тренировки прошли в Москве в клубе СССР. Там начали тренироваться, а потом с Адамом мы приехали сюда и начали проводить тренировки здесь. Окончательные тренировки проводить в Ингушетии. Тренировка больше на выносливость, на функционалку и на дыхание больше. За это мы сейчас готовимся именно на функционалку, потому что придется нам дышать здесь и биться здесь, и, естественно, мы должны дышать соответственно этому воздуху. Если сказать чисто про него, он очень хорошо готов, он психологически готов, физически, функционально он полностью готов. Просто даже не знаю, пик готовности для него. Насчет гор, мне очень понравился, правда, я первый раз здесь. А насчет выступлений, я очень надеюсь, иншаллах, по воле Всевышнего, что наши ребята покажут хороший бой и, естественно, одержат победу по воле Всевышнего. Они сделали все для этого боя, они приготовились, у них подготовка очень на высшем уровне, и надеемся, что они победят. Осталась лишь победа, пару шагов. На «Битве в горах» выступит и боец из Грузии Мате Саникидзе. Молодой спортсмен профессиональной ММА набил приличный рекорд 3-0 и намерен увеличить его в предстоящем поединке. Впервые на этом турнире мы с вами увидим два титульных поединка, а также вас ожидают не менее зрелищные поединки с участием бойцов из России, дальнего и ближнего зарубежья.